вел аскетический образ жизни, услышал, что в таком-то месте есть большое дерево, и люди поклоняются этому дереву. Он сильно разозлился, взял топор и устремился к месту дерева с намерением отрубить его. По дороге ему навстречу вышел Иблис, шайтан, в образе старика. Иблис сказал: «О добрый человек, куда так спешно держишь путь?» Набожный человек ответил: «Услышал я о дереве, которому поклоняются люди помимо Аллаха, и вот я решил отрубить и уничтожить его». Тогда Иблис сказал: «Зачем тебе это? Пусть поклоняются. За это грех будет им, а не тебе. Лучше возвращайся домой и продолжай свое служение Аллаху». Набожный человек не послушал его совета и продолжил свой путь. Тогда Иблис решил силой остановить его, и они подрались. Иблис проиграл. Подрались во второй раз, и снова Иблис проиграл. Собрав все силы, Иблис в третий раз напал на него и снова оказался под ним. Видя, что у него ничего не получается, он пошел на хитрость. Начал уговаривать его: «Ты человек бедный, тебе нечем кормить свою семью, ты теряешь много времени в поисках работы, чтобы прокормить семью. Давай договоримся так. Я в каждую ночь под твою подушку поставлю 2 золотых монет, и твоя семья будет жить в достатке, и у тебя появится возможность день и ночь служить Аллаху, не теряя времени пустую. Только ты сейчас возвращайся домой. А если я обману, то ты ничего не теряешь, пойдешь ты и отрубишь это дерево». Набожный человек согласился на такое условие и вернулся домой. На следующее утро он поднял подушку, и в действительности под ней лежали 2 золотых монет. Также и на утро второго дня под подушкой оказались еще 2 золотых. И вот наступил утро третьего дня, и к огорчению набожного человека под подушкой было пусто. Он сильно рассердился на обманувшего его старика, взял топор и пошел рубить дерево. На том же месте, как и раньше, его встретил старик и говорит: «О добрый человек, куда ты так злой спешишь?» Он ему в ответ: «Ах ты обманщик, еще спрашиваешь? Меня никто не остановит сегодня, и я уничтожу это проклятое дерево». «Нет, я остановлю тебя», — ответил Иблис, и они снова подрались. На этот раз старик очень быстро ударил его о землю. И во второй раз набожный человек проиграл ему бой. Последний, третий раз набожный человек окончательно понял, что он не в состоянии выиграть у старика, и удивленно спросил: «Как же так? 3 дня назад я очень легко выигрывал тебя. Что же случилось со мной за это короткое время?» На что Иблис ответил: «3 дня назад ты вышел рубить дерево, рассердившись ради Аллаха, и ты победил меня. Сегодня ты вышел рубить дерево, рассердившись ради денег, и ты потерпел поражение». Да, дорогие братья и сестры, чтобы Аллах принял наши хорошие дела, мы должны совершать их ради Аллаха. Но на этом еще не все, надо и сохранить его, не попрекая своей услугой. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Халата ла янзуруллаху илейхим яумал кияма аль-аку ливалидей ва мудминул хамр валь маннану атаа».
На 3 группы людей Аллах не посмотрит в день воскрешения и отвернется от них. Не послушавшему своим родителям, пьющему постоянно и попрекающему своей услугой. Лучше не помогать совсем, чем попрекать своей помощью. Итак, продолжим комментарии к части аята, где сказано: «Как Он вас сотворил впервые, так вы и вернетесь». Аллаху, которому под силу сотворить нас в утробе матери, превратив сперму на кровь, мясо, кости и на органы тела, не составит никакого труда еще раз вернуть это тело на прежний образ в день воскрешения. Аллах, который смог создать человека первый раз, разве не сможет создать его во второй раз? Затем Аллах сказал: часть Он ввел прямым путем, а над частью оправдало заблуждение. Ведь они взяли шайтанов покровителями вместо Аллаха и думают, что они идут по прямому пути. Часть людей, которые идут прямым путем, это те люди, которые поверили в Аллаха и соблюдают Его заповеди. А часть, которая заблудилась, это неверующие и не соблюдающие заповеди Аллаха. Причиной их заблуждения стало служение ими шайтанам, хотя они думают и считают себе, что они идут по прямому пути. На этом, дорогие братья и сестры, позвольте закончить. Благодарю вас. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Очередная сура, на которой мы остановимся сегодня, 8. Называется она Аль-Анфаль, добыча. Аят 22. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна шаррад давабби инда Аллахи суммуль букмуль лазина ла я'килун. Садакаллаху аль-азим. Перевод. Худшие из всего, что ходит по земле у Аллаха, глухие, немые, которые не разумеют. Толкование и комментарии. Под словами глухие и немые имеется в виду духовная глухота и немота, как видно из последних слов аята, где сказано «которые не разумеют». И действительно, Аллах наделил человека разумом, в отличие от остальной твари, и когда разумный человек совершает поступки неразумные, он становится хуже животного.